В Якутии появилась выставочная экспозиция, посвященная столетию правосудия, которая развернута в историческом парке «Россия. Моя история». Ровно 100 лет назад власти молодой республики приняли решение создать учреждение, которое специализировалось бы на рассмотрении гражданских и уголовных дел. Изначально, с момента учреждения главного суда нашей республики, целями и задачами было с учетом специфики нашей республики, которые сохраняются и на сегодняшний день, да, поскольку мы самый большой субъект нашего государства, у нас очень сложная транспортная схема, небольшая плотность населения, но тем не менее те функции, которые возлагаются на суды республики, на мировую юстицию, на судей районных городских судов, на Верховный суд республики, который имеет на сегодняшний день 3 коллегии, которые специализируются на рассмотрении административных дел, гражданских дел, уголовных дел, все-таки справляться с их непосредственными обязанностями. И на сегодняшний день мы должны сказать о том, что республика достаточно достойно занимает место среди судов Дальневосточного федерального округа и 9-го кассационного суда общей юрисдикции. То есть я хочу сказать о том, что относительный показатель утверждаемости судебных решений в нашей республике находится на достаточно высоком уровне. Поэтому все не стоит на месте, все развивается, растет, но изначально с момента создания и образования Верховного суда нашей республики и на сегодняшний день главной и приоритетной задачей это остаются законные обоснованные решения, которые еще и должны быть обязательно справедливыми. Поэтому верховенство права и закона, они всегда, конечно же, незыблемы. И плюс ко всему, конечно же, судебная власть показала о том, что на сегодняшний день она отвечает тем требованиям, когда суды должны быть компетентными, независимыми, самостоятельными, ну и еще раз позволю себе повториться, конечно же, справедливыми. История главного судебного органа республики началась с приказа Наркомата юстиции Якутской автономной Советской Социалистической Республики, которым 100 лет назад на территории молодой республики был учрежден главный суд Якутской автономной Советской Социалистической Республики, впоследствии переименованный Верховный суд Республики Саха-Якутия. В Верховном суде тоже стараемся поддержать традицию, чтобы наши люди, которые проработали до нас, с нами, после нас, тоже показывали по всей республике. Мы информацию хотим довести до простых людей, что есть такой суд, что у нас есть своя история. Мы тоже хотим, чтобы наши судьи, которые проработали у нас в нашем суде очень много лет, они были тоже достойно отражены в истории нашей республики. Дело в том, что в техническом отношении мы, конечно, очень поднялись, потому что то, что мы писали рукой судебные решения, приговора, по гражданским делам решения, мы все писали рукой. Например, у меня в практике человек дело рассматривает, уголовное дело, да, потом ночью он идет, люди идут отдыхать, а мне надо составить переговор, которое я рассматриваю. Я сижу ночью и пишу. И вдруг в конце, когда у меня заканчивается это листок бумаги, я могу ошибиться. А мы не имеем права вычеркивать. И так ставить скобки всякое. Переговор должен быть составлен рукописно, без помарок, потому что от нас так требуют. Поэтому ты листок бумаги пишешь, и в 90-х годах у нас проблема с бумагой была. Мы на обратной стороне тоже писали. И вдруг целый лист составляешь, и
напоследок там неправильно, ошибки допускаешь. Приходится все это обратно переписывать. На выставке исторического парка «Россия. Моя история» вы узнаете столетнюю историю развития Верховного суда Якутии.